Всем привет! С вами Салтанат Кудайбердиева и Елизавета Скалиси. Мы приветствуем вас на канале «Вкусный Дамдо Тести Кыргызстан». Сегодня 6-й день нашего путешествия, и к этому моменту мы уже практически не узнаем наших гостей. Из-за постепенного погружения в местные традиции и культуру наши туристы чувствуют себя как-то совсем другими. Вы меня не узнаваете, я знаю. Да, не узнаете Лизу? Лиза уже стала почти кыргызской, умеет чай наливать. Да, и не для себя, она дает да. другим. Больше не хочет на стуле сидеть. Становится она... I'm becoming Kyrgyz. Становится кыргызской. Да, Лиза на самом деле была очень открыта ко всему новому, что было на ее пути. Этому качеству ее характера можно только позавидовать. В общем, день был не такой напряженный, более разгрузочный. Мы были на мастер-классе. По дороге в город Джалалабад мы посетили село Барпы, а именно мастерскую местной рукодельницы Сырги Мазакеевой. В небольшом цеху производится различного рода продукция из войлоком, которая, по словам мастерицы, экспортируется в ряд зарубежных стран. Также здесь шьют платья, которые продаются на местном рынке. Но наше посещение мастерской было связано с обучением. Мы попробовали шить, но сложно. Надо было быть аккуратным и знать, как делать вот так. Да, не бойся. Надо быстро, прям по узору. Получается. Ты сильно не дергай, аккуратно. Окей. Да, она говорит, чтобы ты постаралась быстрее делать. Это можно так материал испортить. Сложно, да, значит? Да, очень сложно. Здесь Сырга Мазакеева поделилась своими секретами вышивки шерстяными нитками, которые должны были украсить сувенирную продукцию. Правда, что-то пошло не так, и вышивка, произведенная совместными усилиями, не удалась. То, что получилось, да, силы хватило только на пол цветка, на 2 лепесточка. На 2 лепесточка. А вот как это? О, тут здесь... Что должно было вообще? Где? Вот образец. Должно было быть вот так вот. Покажи. Ну все понятно. Видишь, что другая история, оказывается. Да. Необычная, да, оказывается? Да, я такой не видела, если честно. Такого инструмента у меня не было. Все-таки этот процесс требует невероятной концентрации всех сил и усидчивости, а наши туристы за эти дни научились так быстро перемещаться из одной точки в другую, что просто не смогли долго сидеть на одном месте и заниматься только одним делом. Но зато они получили возможность приобрести здесь необычные сувениры для своих родных и близких. Морикин манис медотот. Бул немеде жүрөкчө маниси бүт бардын адамдардын жүрөгү бир болуш керек да. Машина коюшат. Машина койгондо мындай адамдын бир эле жүрөгү Аллахта согуш керек го. Ошону берет да. Кудай эстен чыгарбай, Кудайда жолдо жүргөнүбүздө бала чакаларды дагы этият кылышыбыз керек, энелерди алышыбыз керек. Ошон үчүн жүрөгүбүздү дайым Аллах чыгыш керек, ушул маанисинде жасалган. После этого мы поехали в Джалалабад, познакомились с городом. Джалалабад – это 3-й по численности населения город в Кыргызстане, административный и культурный центр одноименной области. Лето здесь жаркое, сухое и малооблачное. Мы побывали в Чайкане, попробовали кебаб, шашлык. Да, в Джалалабаде шашлык считается одним из самых популярных блюд, поэтому мы не смогли отказать себе в удовольствии его попробовать и только в очередной раз убедились в том, что здесь его готовят как-то по-особенному. Мясо мягкое и сочное. Эти планеты
очень вкусный. Вкуснее, думаю, чем мы ели в Бишкек. Мне больше понравилось. После обеда мы совершенно случайно заехали в один гостевой дом, хозяйка которого удивила нас всех. Хилола делает все сама. Сама водит машину, которая возит туристов, сама принимает их у себя дома, сама сопровождает их во время путешествий. Да, очень сильная женщина. Мы, между прочим, зашли туда просто посмотреть, как бы с пустыми руками, а ушли оттуда уже с подарками. Прям как-то неудобно вышло. Sanki menin suygan tumarım. На гармошке, прохожие на виду. К сожалению, день рождения только раз. К сожалению, день рождения только раз в году. Потом нам удалось немного погулять по парку Победы, в центре которого находится памятник солдатам. Как-то очень странно, парк развлечений и мемориалы. Вы думаете так, да? Ну, как-то сложно мне было бы веселиться рядом с мемориалом о войне. Я бы так вот хотела. Я бы развела это. Оказались мы в парке случайно. Мы прибыли в кафе «Батичики», переводится как «одуванчик», где продают известное всему региону лакомство – мороженое, политое малиновым вареньем. А заведение расположено именно в этой зоне отдыха. Пробовали фирменное мороженое. Именно фирменное, потому что готовится это мороженое только в самом городе Джалалабад. Круто, что продолжают работать по старой технологии, да? Вкус родом из детства. Да, он похож. Настоящий вкус, не химический. А у меня было ощущение, как будто я снова попала в свое детство. Я не знаю, как Лиза такое мороженое пробовала в Европе, как оно на вкус. Ну, вкусный этап, такой особенный нет. Не очень. Не пробовала. Это особенное все-таки, да, мороженое было? Ну да. Окей. Сейчас мы находимся в селе Джонкунгуй, недалеко от Джалалабада находится данное село. Село Джонкунгуй расположено в Сузакском районе Джалалабадской области. О нем мало что известно. Найти информацию об этой небольшой деревне в интернете практически невозможно. Хотя Джонкунгуй и еще ряд сел расположены всего лишь в нескольких минутах от Орехового леса. С недавних пор здесь открылся гостевой дом сети CBT, хозяева которого начали проводить для туристов однодневные конные туры по дикой природе. Мы тоже будем одними из первых, кто воспользуется данным новым продуктом. Мы прибыли в гостевой дом, очень красивый дом, уютный, нас так тепло встретили. И сейчас мы как раз сейчас вам проведем небольшую экскурсию. Ой, горячий! Ух ты! Вообще супер вкусно! Старую кроватку обшили и сделали под современный лад. Смотри, все по-домашнему. Artezyan da bul artezyan.
Қайдан келеді дедіңіз? Жердің астынан шығады, Жердің прям? алдынан шығады. На ужин мы ели наваристый суп с овощами и красной фасолью, а чай пили уже не с вареньем, а с наватом, местной традиционной разновидностью леденцового сахара. Не помню, как называется. Нават. Нават. Это не сахар. Да, не сахар. Нет, не сахар. Как Это камень. мои узбеки все время дома на столе. А на вкус какой? Сахар сладкий. Да, очень. Да, что, из чего он? Осторожно, зубы не сломай. Он очень, да, твердый. Лучше этот в чай положить, наверное. Да. Везде продается, там везде. Я его видела. Кстати, нас еще угостили здешним кымызом, который отличается тем, что в него добавляют черные шарики небольшого размера. Нам сказали, что они изготовлены из топленого масла. Возможно, поэтому напиток был с очень мягким вкусом и приятным ароматом. Во время ужина наши гости были немного удивлены тому, что чай наливал хозяин дома, а хозяйка даже не садилась с нами за стол. Позже объяснили, что здесь так принято, это местная традиция. Правда, чуть позже Динара все-таки присоединилась к нам, даже рассказала о работе с туристами, о возможностях самой организовать для них конный тур и сопровождать их в качестве гида. Былтыркы жылы Польша адаммен келгенде ошолор ушунчалык неме таасир кагылтырышты да бизгечи. Сырттан башка мамлекеттен келген адамдар бизге ушунчалык кызык көрүндү. Алар менен алардын бизге айткан жылуу сөздөрү ушунчалык неме болду. Анан бул жакшы иш турбайбы деп анан кийин уже туризм менен иштешкениңде көп жакшы жактарга өзгөрөт экенсиң өзү үчүн негизиненчи. Биз даярдаган тамак ашка, дасторконго эгер аларга жагып, алардан жылуу сөздү айтылса, биз ошого ушунчалык кубанабыз да. Себеби биз ошолорго жакканыбызга кубанабыз. Анан биздин тамак ашыбыз жакса, алар мактоо сөзүн айтса, биз өзүбүзчө эле бизге кубанычтуу. Жылуу мамиледе тосуп алсаң, жылуу мамиледе узатсаң, ошол гана негиз экен да. Анан кийин биз үйдө кандай болсок, ошондой жүрөбүз. Биз кандай тамак жесек, аларга деле ошондой тамак жасайбыз. Анын эч кандай өзгөчөлүгү жок. Бир гана нерсе, адамды жылуу тосуп алсаң, жылуу кабыл алсаң, бардык нерсе мындай кандай даярынан тыккан болсо, таза болсо, алар ошого кубанышат экен. Гид болуп иштеген мага барган сайын жагып жатат, бирок ага мен бир аз даярданышым керек экенин билдим. Себеби мен дагы тилди көбүрөөк өздөштүрүшүм керек экен, ошону сездим гид болгондо. Эгерде менин жолдошум кандайдыр бир ишинен, жумушунан сыртка кетип, мага ошондой турист келип, конный тур уюштуруп бер десе, мен алып бера алам. Колуман келишинче аларга уюштуруп бергеничи. Жок, өзүңүз алып барып атпайсыз туристтерди ошо тоонун башына? Алып бара алам. Биздики конный тур болгондо өтө узак эмес да. Жок, ат калып туруп алып өзүңүз. О, мен кадимкидей ат мине алам. Ат минишинен коркпойм. Бизде айыл жергесинде болгон үчүн атты чаап дагы жүрө алам. Ат миниш анан мага андай кыйынчылык жаратпайт негизиненчи. Честно признаться, мы почему-то все это время не могли отвести с Динары глаз. Во-первых, она весь вечер была в кыргызском национальном костюме, что очень ее украшал. А во-вторых, мы восхищались ее природной, естественной красотой, без косметики, пластики и укладки. Настоящая кыргызская красавица. Динара в браке и вместе с мужем воспитывает дочку, которой уже 8 лет. После ужина мы заскучали, просили хозяйку поиграть с нами в игру «Джоолук таштамай», что означает «не бросай платок напрасно». Но она, долго не думая, предложила другую, не менее интересную национальную игру «Беш таш», дословно 5 камешков. Обычно играют девочки-подростки, но мы играли все вместе, одной большой дружной командой. В
чем же суть игры? У каждого участника должно быть по 5 небольших круглых камешков, при помощи которых они демонстрируют разнообразные способы жонглирования. Камушки раскидываются на полотне, чтобы они расположились друг к другу кучнее. Один камушек кидается вверх, и пока он летит, нужно схватить 2 камня и той же рукой словить падающий. И так 2 раза по 2 камня. На каждом этапе задания усложняются, и в конечном итоге нужно будет собрать в ладонь сразу несколько камешков. Тот, кто сбивается при выполнении приема или нарушает условия игры, теряет ход и ждет своей следующей очереди. Мы настолько увлеклись игрой, что даже не заметили, как быстро наступила ночь. Погрузились в атмосферу детства, получив заряд положительных эмоций и бодрости. Но мы не прощаемся, у нас еще один день остается, так что до завтра. День наступил, наконец-то. Сегодня у нас пеший тур. Ой, не пеший, господи, у нас сегодня конный тур. 7-й день нашего путешествия. Мы готовы к новым открытиям, которые, кстати, начались сразу же, как только мы вышли на улицу. Рядом с сараем мы нашли белого коня, а принца потеряли. Шучу, конечно. Просто одинокий белый конь с красивыми голубыми глазами и необычным родимым пятном выглядел так, как будто он пришел к нам из сказочного мира. Явно кого-то здесь не хватало. Какие у нее красивые глаза, смотрите. Мы садились на лошадь, но лошадью управлял гид. Гид, да. Правда, да. А здесь сегодня такой будет Мы челлендж. должны быть на руководством. Мы должны, лидеры. Да, мы сами должны управлять. Ну, мы будем вместе в группе. Да. Также, если будут проблемы... Такой челлендж сегодняшний. Надеюсь, мы справимся. Да, challenge accepted. В нашей группе практически никто самостоятельно не умеет управлять лошадью в полевых условиях, поэтому для всех нас это первый серьезный опыт езды верхом на достаточно длинную дистанцию, да еще по дикому ореховому лесу. Ты красивый, атқа кимеден полкен? Мы все гадали, кому же он достанется. Интрига, внимание, барабанная дробь. Когда нам привели других лошадей, красивых и грациозных, одна прямо очень отличалась своим неспокойным характером, наши юные проводники, увидев ее, сразу назвали хулиганом, потому что время от времени конь легался, слегка выбрасывая вверх свои задние копыта. Лиза, отойди сюда. И как вы думаете, кому он достался? Из-за большой любви гидов ко мне получила его я. Вначале мне было страшно, думала, что он сейчас скинет меня с себя, и на этом все закончится. Молодец, сен уже толық тұрмайсың ба? Атқа шыға кіріп отырсың. Молодец. Қорқпай қатты тұттыңдай. Божынша қысқарақ қармаңдар. Я где-то читала, что фырканье свидетельствует о наличии позитивных эмоций у скакунов. Очень красиво, да. Лиза сама едет без проводника. Научилась. Помнил кетти? Папа. Конный спорт, он очень полезен. Самое главное, верховая езда повышает стрессоустойчивость, дарит прилив бодрости и выброс адреналина.
А вот он лес. Мы доехали до леса. Снаружи он кажется таким таинственным и дремучим. Здесь мы решили немного передохнуть. Попробовали дикие яблоки, которые валялись на земле. Ни людей, ни машин здесь нет, поэтому, думаю, можно смело брать фрукты с земли и есть. А как, она кислая? Угу. Очень кислая. А в желудок нормально потом будет? Наешься сейчас? Я не наемся, я просто на пробу взяла. А Лизе повезло больше всего. Она случайно наткнулась на орешки, которые тоже каким-то образом оказались на земле. Что для Лизы? Да, 3 орешка для Лизы. Загадывая желание. Да. Это орех? Орех, да. Какая-то везучая. 3 желания сразу загадай. Мешокты мына илебиздагы. Мешокты. Ага. Вот так, или вот так. Там. На мешокты. Салабыз. Дальше на куржунга апарып неме кылып, бизде сентябрь, октябрь айларында ушул жаңак менен биздин айыл, не только биздин айыл өкмөт ушул жаңак менен биз тирикилик кылабыз. Жашообуз ушул жаңак менен. Бул жаңактагы погода, климатка карап кээде болот, кээ бир жылдары болбой калат. Ар кандай. Быйыл буйруса жаңактарыбыз жакшы. Мына мөмөлөрү турат. Мөмөлөрүн көрсөңүздөр. Бул сентябрь айларынын аягында бышат да. Бизде лесхоз 1-октябрдан уруксат берет тергенге. Ага чейин тергенге мүмкүн эмес да. Бирок ага чейин эле бышып жерге түшөр, жерге түшкөндөрдү жерден терип ала беребиз. Канча чейин терилип калыш керек? Бул кар жаганга чейин териле берет. Себеби улам бышкан улам түшө берет. Жаңактар бийик болгондуктан чоккусуна эч ким жетпейт да. Күгөндөн калганы да калат. Ошону кар жаганга чейин деле тере беребиз. Жазга мал кар кеткенден кийин деле тере беребиз да. Мы заехали в лес и своими глазами убедились в том, что он здесь и сейчас реально нетронутый. Местные жители приходят за спелыми орехами только осенью, поэтому все остальное время в лесу не бывает ни души. Здесь таки чувствуешь себя в гостях у природы и немного боишься без ее разрешения к ней лишний раз прикоснуться. Даже неловко от того, что мы нарушили покой леса, хотя очень тихо и молча пытались там себя вести. Сзади лес, вот реально дремучий лес. Мы оттуда сейчас только что вышли. А со стороны очень красиво смотрится. Такое большое, площадь огромная. Отсюда открывается невероятная панорама близлежащих сел и самого огромного орехового леса. Очень красиво. Харам базар, Карачалок, Мазарбулак, Жергетал, Камсамол, Сапарка ушу катарынан ушу тоолордун түбүнө жайгашкан айылдар. Ал эми бул тегиз жерлери ошол айылдардын эле үлүш жерлери, эгин талалары. Жайык болуп турган жерлер. Мой маленький помощник. Стесняется.
В какой-то момент что-то пошло не так. Мой нетерпеливый конь, который на неопределенное время был вынужден забыть о своем характере, похоже, немного подустал от неторопливой прогулки по лесу и решил быстрее вернуться с походом. Мы здесь одни. Так тихо. Сейчас только слышно, как жуют лошади. Да, и звук насекомых. Я не знаю, это комары. Не так сложно, как я думала. Ну, экстрим был? Экстрим? Да, когда упал телефон. Мы первые. Мы первые туристы, да? Да. Которые проложили дорогу в этот лес. Пока мы наслаждались тишиной в лесу, лошадь немного успокоилась. Потом уже нормально довезла меня и моего юного путеводителя до села. Очень крутой опыт я сегодня получила. Спасибо, мое родное. Спасибо. Да, спасибо. Молодец. Как впечатление? Ой, великолепно. Просто как в детство съездили. Нормально себя ощущаешь? Утром надо было, пораньше надо было. Очень рада. Это первый мой конный тур. Великолепно. Через гору. I'm really satisfied. После приятия. Жақсы жерді көрмей қалдыңар да. Тоқойыңар ойласан екен. Мында соны жерлер бар еді сіздер. Шашылдыңар да. Көлге алып барып жұмыс керек еді, көл. А гөл бар бұл жерде? Не гөл бар? Байрешканың атайын жасалған көл бар. Здесь мы пообедали, попрощались с хозяевами гостевого дома и выехали на дорогу, которая заняла более 6 часов. Ближе к вечеру прибыли в город Актагол. Переночевав здесь, уже поедем в Бишкек. Кстати, если вы пропустили предыдущие 2 выпуска, посвященные нашей поездке в Джалалабадскую область, вы всегда их можете здесь посмотреть. Ссылки в описании к этому видео. В общем, завершаем эту поездку там, где мы ее начали. Да, мы в Токтогул приезжали в самом начале нашей поездки. Мы здесь только пообедали и уехали, да, и вот пройдя там 6 ночей, обратно сюда прибыли, и вот сегодня переночуем, и завтра уже возвращаемся. Уже уедем. Да, возвращаемся в Бишкек. Я, например, как житель страны, по-новому взглянула на наши традиции, на обычаи местного населения. Да, I found the people here really nice. They really loved to serve us, like to take care of us, preparing meals. Все было чисто, порядочно. Они с нами очень вежливо talked, and the manners were also very hospitable. I was really surprised. They welcomed us as we were kind of знакомые или друзья. Они очень тепло нас welcomed. Да. В общем, подружились сразу. Да, они умеют дружиться, даже с иностранцем. Как встречались с хлебом и провожали подарками. Да. То есть настолько все было в дружелюбной обстановке. Но самое интересное то, что некоторые места мы действительно как турист открывали впервые. Потому что, допустим, если вспомните сегодняшний конный тур, мы вообще шли по тропам, по которым ранее, возможно,
туристы, иностранцы не ходили. Мы думали, что будет сложно, но нас научили. И не было сложно на конце концов. Да, Лиза научилась самостоятельно управлять лошадью. Да, я была очень это был ее первый опыт, и самое главное, опыт был успешным. Очень успешным. Да, обычно бывает первый блин комом, но у нее очень хорошо получилось. I was really surprised about my abilities, but also of other, like Салтанат. У нее была лошадь немножко нетерпеливая, но она сделала очень отлично. Но мы выдержали это испытание. Да. Ореховый лес. Вот кто бы мог подумать, что там люди собирают каждый год урожай, орехи собирают. И кажется, что люди туда часто приходят. Но сегодня он выглядел как будто бы... Untouched. Да, нетронутым он выглядел. Прокладывали дороги, Да. И мы прям ощущали себя какими-то первопроходцами, вот в этом туре. Ожиданий было мало, прямо скажем, потому что я не люблю каких-то ожиданий, я люблю принимать вот то, что дается. Очень интересная была история, потому что первые 2 дня с нами работал хозяин дома, мужчина, и это был один опыт. А потом мы ночевали в гостевом доме, где хозяйки, и этот опыт, он отличается, потому что они просто очень разные. И всей группой мы, пожалуй, решили, что хорошо, когда есть и то, и другое. И что дом, где вот хозяйка заправляет, где она встречает, где она, очень сильно, скажем, вовлечена в туризм, он такой, женский, более домашний, что ли, такой вот как-то, как вот женщина, хозяюшка, встретила тебя теплом, обняла, а мужчина, он брутален. То есть это может нравиться и то, и другое, у каждого свои предпочтения, просто мы очень ясно увидели эту разницу и поняли, каждый для себя, наверное, как ему где бы он, наверное, там предпочел остаться. Хотя опыт, конечно, хорошо иметь разный. Вообще, чему была посвящена наша поездка, это вот женскому туризму. Мы должны были увидеть, насколько задействована женщина в этом секторе, И, кстати, мы очень удивились. Их так много оказалось, Девушки, женщины начали становиться гидами, горными гидами. То есть это же очень сложно для девушки, для женщины. Это доказывает, что кыргызские женщины сильные, что никакие трудности для них не помеха. Что тебе больше всего из нашей поездки понравилось? Я думаю, конный тур сегодняшний. Самый Почему это было очень новое для меня. I was really amazed. На лодке. Да, я помню, но it was a bit unfortunate because like the spirit of the lake didn't want us to proceed on the boat. And it was like it warned us and rejected us. We were me, Салтанат и наш гид другой. We were afraid a bit, especially the guide, but then we managed. Also, this was frightening, but it will remain forever, I think, in our minds. Зато это был тоже очень полезный опыт. Мы получили впечатление не только от природных достопримечательностей, мы получили возможность пообщаться с новыми людьми. У нас такая была очень международная команда. У нас было много языков, 6. У нас было несколько представителей нескольких стран. Но мы были едины вот в каком-то основном наборе ценностей. И поэтому нам было очень комфортно друг с другом. Спасибо Кыргызстану, который так нас встретил, тепло, вкусно кормил, очень душевно принял и вот помог нам что-то новое про себя узнать, про другие культуры. Поэтому Кыргызстан великолепен, очень много здесь души, много солнца, много вкусного. Поэтому очень хочется сюда возвращаться.
Ну вот и все. В принципе, все, что мы хотели вам сказать и показать, мы это сделали. Если вам это все понравилось, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не забудьте включить уведомления, чтобы не забыть посмотреть наши новые выпуски. Обязательно remember us. Да, всем пока. Пока. Рахмат.